Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Вопросы о восстановлении поселков, пострадавших от наводнения, тяжелую ситуацию на Колыме и Яне, а также пожароопасный сезон обсудили в Доме правительства. Там состоялось селекторное совещание по чрезвычайным ситуациям. Временно исполняющий обязанности руководителя региона Айсен Николаев заявил: в целом, обстановка под контролем, серьезных аварийных ситуаций мы не наблюдаем. Но работа должна продолжаться федеральными, региональными и муниципальными властями. Стабильно тяжелая ситуация сложилась на Колыме и Вилюи. Также усложнилась ситуация в селе Устьянск. Лед стоит ниже поселка. Пострадали линии электроснабжения и теплоснабжения. Людей эвакуируют, продовольствие доставляют на вертолетах. Также, по словам Николаева, работа по оценке ущерба идет недостаточно оперативно. Задача поставлена также по определению ущерба. К сожалению, здесь я хочу сказать, что в ряде муниципальных районов работа идет медленно. И в результате мы можем получить, скажем так, меньше, чем мы планировали на возмещение из федерального бюджета. Поэтому дано поручение и правительству, и муниципальным районам эту работу усилить по проверке документов, по составлению документов, для того, чтобы качественная документация была подготовлена для предоставления федерального органа в МЧС для последующей компенсации. Это касается как и имущества граждан, так и, конечно, тех средств, которые мы должны получить на восстановление инфраструктуры наших сел и поселков. С начала года на дорогах республики произошло более десятка аварий с участием нелегальных такси, в результате которых погибло 5 человек и около 15 получили различные травмы. Как сообщает госавтоинспекция, новые нелегалы выявляются ежедневно. Всего дорожными полицейскими составлено более 500 административных материалов за осуществление деятельности по перевозке пассажиров без лицензии. В прошлом году в нелегальных такси погибли 10 человек. Ранее в Якутии появились инспекторы по борьбе с нелегалами. Самолет «Бомбардье Q-300» авиакомпании Якутии вернулся в аэропорт Якутска из-за технологической неисправности. Судно выполняло рейс по маршруту Якутск-Нерюнгри. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, после взлета сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности. Командир воздушного судна принял решение о возврате. На борту находилось 36 пассажиров. По данному факту для установления причин работает специальная комиссия. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. День пребывания в следственном изоляторе приравняют к 1,5 дня в колонии общего режима и к 2 в колонии поселении. Сейчас день в СИЗО идет за день колонии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который подготовил проект закона. Законодатели считают, что такая мера сможет существенно облегчить жизнь заключенных. Также при этом единовременно выйдут на свободу около 100 тысяч осужденных. Изменения коснутся и некоторых других мер пресечения. Сутки в изоляторе приравняют к 2 дням ограничения свободы и к 3 дням исправительных работ. Впрочем, осужденных к содержанию в тюрьмах в строгом режиме это не будет касаться. В Нюрбинском районе возбуждено дело по мошенничеству при освоении субсидии. Как сообщает прокуратура республики, женщина получила 150 тысяч рублей на развитие парикмахерского дела. Однако потратила их на личные нужды, а отчиталась она фиктивными чеками. После проверки возбуждено уголовное дело. В полицию Якутска обратилась молодая женщина, сообщив, что в одном из баров города у нее похитили золотые украшения. В краже подозревается ранее судимый 23-летний уроженец Новосибирской области. В тот вечер потерпевшая проводила время в одном из баров города. Там она познакомилась с молодым человеком. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что девушка пьяна, снял с нее золотые серьги, цепочку. Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело о краже. В поселке Солнечный Усть-Майского района сгорел экскаватор. Как сообщает пресс-служба МЧС, к моменту прибытия пожарных экскаватор горел по всей площади. Общая площадь пожара 40 квадратных метров. Причину виновного и ущерб предстоит установить. В столице республики оперативные службы оцепили дом на улице Орджоникидзе, 46 из-за подозрительной коробки. В ходе осмотра оперативными службами опасных предметов обнаружено не было. Оцепление снято. В столице республики задержан 51-летний гражданин, который набрал продуктов на 5000 рублей и хотел покинуть магазин, не заплатив. Сбежать ему не позволила охрана. Социальное сиротство. Полицейская семья Амосовых вот уже год пытается добиться прав, чтобы дети, принятые на воспитание, могли ходить в садик и получать все гарантированные права. Но этого не так-то просто добиться, у них есть биологическая мать.
Семья полицейских Светланы и Максима Амосовых вот уже около года добивается признания прав на усыновление близнецов, взятых в доме малютки. Детей в детском доме очень много, но их не всех можно взять, потому что дети без документов, дети без статуса. Фактически у них есть родители, у них есть мать. Это социальное сиротство. Наши дети, они социальные сироты, то есть у них есть мать. Мы уже больше полугода пытаемся оформить документы на них, но на сегодняшний день она не лишена родительских прав, она ограничена в родительских правах. И получается, что дети, опять же, социальные сироты, мы не можем их поставить ни в льготную очередь, они не имеют и льгот сирот. Потому что по документам у них есть законная мать. Но при наличии законных родителей, родных биологических родителей, они жили в детском доме. Около 20 лет проработав в органах внутренних дел, они воспитали сына и дочь. Однако взрослые дети заканчивают школу. А по их убеждению, в доме всегда должен звучать детский смех. Мы вообще стояли в очереди на девочку. Мы хотели взять девочку, стояли в очереди на девочку, а девочек нету. Есть мальчики, и тут нам предлагают, и мы хотели девочку постарше, чтобы ей было года 2, потому что все-таки, опять же, мы сотрудники, оставлять ребенка не с кем, мы хотели как-то, чтобы это у нас было без отрыва от производства. И тут нам предлагают девочек, нет, нам предлагают мальчика. Хотите мальчика посмотреть? Мы говорим, ой, мальчика, мы же хотели девочку. Ну, посмотрите мальчика. Мы приехали посмотреть мальчика, ой, что-то сильно маленький, наверное, побольше нужно. Они говорят, а вы что, второго смотреть не будете? Мы говорим, какого второго? Ну там же 2. Там же, говорит, 2 фотографии было. Мы говорим, ну это же 1. Они говорят, нет, это 2. И приносят второго, точно такого же. Но мы не смогли отказаться. Мы сразу поняли, что девочка это не наша. Что наши это близнецы. По мнению Максима и Светланы, многие проблемы общества лежат в плоскости ответственности и воспитания. Основа государства – крепкая семья. Причем неважно, это свои дети или приемные. Если брать своих детей, значит, нужно заботиться о своих детях так, чтобы их не изъяли из семьи. Если брать детей из детдома, тогда нужно заботиться о них так, как о своих. 2 судьбы, 2 маленькие жизни. Это много или мало? Однако пример таких семей, как Амосовы, дает надежду, что рано или поздно ни один ребенок не останется без родительской заботы. Николай Борисов, телеканал Якутия 24, Якутск. На этом у меня все. Берегите себя.